Готовясь к поездке на Киин-Кириш, многие меня пугали, что дороги туда нет. Но могу сказать точно, что несмотря на декабрь месяц, дорога более чем комфортна. Для тех, кто еще не знает, Киин-Кириш – это младший брат гор Актау. Я вам уже рассказывал про горы Актау в одном из выпусков. Кто не видел данный выпуск, может посмотреть по ссылке в описании. Приезжаю в Восточно-Казахстанскую область и на всех парах мчусь к пункту назначения. И вот перед моими глазами появляется он, заветный Киин-Кириш. Вы только посмотрите, какое великолепие, захватывающее дух. Киин-Кириш звучит весьма необычно, и по одной из версий его название означает «горделивый красавец». Название вполне оправдывает его яркий внешний вид. Киин-Кириш очень красив, а поразил он меня еще и своим цветом. Что касается сходства с горами Актау, оно определенно есть. Это, в первую очередь, глина и одинаково размытые дождем холмы. Но есть большая разница в размерах холмов. Киин-Кириш будто младенец. Возможно, его крохотные размеры обусловлены его небольшим возрастом, всего лишь 30 миллионов лет. Для сравнения, горам Актау 400 миллионов лет. А через 370 миллионов лет в этом месте, возможно, будут возвышаться высокие красные горы. Жаль, я этого не увижу. Красная глина – это материал, из которого можно лепить что угодно. Человек придает глине правильные формы кувшинов или посуды, а вот природа вообще не придерживается симметрии. Я буквально замер, смотря на формы этих холмов. После гор Актау Киин-Кириш вряд ли сможет вас удивить, но у него есть свои несомненные плюсы. Первое. У него отличная смотровая площадка, откуда открывается вид на всю долину. Второе. Небольшие размеры, что является очень даже большим плюсом. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь сможете полностью обойти горы Актау. А вот обойти весь Киин-Кириш – вполне выполнимая задача для одного светового дня. Но что больше меня привлекло в Киин-Кирише, так это его второе название – город духов. По легенде, эти холмы получили свой красный окрас из-за человеческих жертвоприношений, которые проводились здесь в древние времена. Хоть это не точно, но звучит довольно жутко. Кто-то видит в этих холмах языки пламени. И действительно, в закатных лучах солнца среди заснеженных степей красный цвет глины выглядит словно огонь. Киин-Кириш – рай для фотографов. Буквально каждая сопка просится попасть в кадр. Но будьте готовы к тому, что данная местность совершенно дикая. Здесь нет никакой инфраструктуры, так что бессмысленно ждать комфорта и сервиса. Это место не про социальное благо, а про единение с природой, такой первозданной и такой прекрасной. Если вам будут говорить, что Киин-Кириш не стоит посещения, то сделайте наоборот. Посетите его и убедитесь, что это не так. Смотря сверху на долину, меня вдруг окутала тревога. Ведь Киин-Кириш – это глиняные возвышения. Кто-то называет территорию урочищем, кто-то долиной, а по мне это каньон. С той лишь разницей, что его образовала не река, а дожди. А тревога поселилась в душе не зря. Ведь дело в том, что эти же самые дожди, которые подарили нам это великолепие, однажды могут полностью погасить эти яркие языки пламени. Я не знаю, сколько лет Киин-Кириш еще простоит, но одно могу сказать уверенно. Мало любоваться горделивым красавцем с фотографий. Найдите время, чтобы увидеть его своими глазами, почувствовать энергию этого места, его мощь.
На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного.